Студенты, педагогический состав и почетные гости уже собрались во дворе нового корпуса гуманитарного колледжа. Все в ожидании открытия собственного здания. Для церемонии перерезания красной ленты все готово. Это приятное мгновение, с нетерпением ждали все студенты и коллеги. Итак, теперь наш гуманитарный колледж считается официально открытым. Всем вместе добро пожаловать! Долгожданное открытие нового корпуса гуманитарного колледжа состоялось. В первый день учебного года студенты занимают свои места за новыми партами в просторных аудиториях. Сразу после церемонии директор колледжа проводит небольшую экскурсию для гостей. Новое здание оснащено всем необходимым для плодотворного обучения. Аудитории оборудованы новой мебелью, методическим и дидактическим пособием. Есть компьютерные классы, столовая с собственной кухней. Почетные гости знаменательного дня созданными условиями впечатлены. Для того, чтобы осуществлять успешное образовательное обучение студентов, нужно иметь условия. Такие условия у них созданы. Хочется пожелать, конечно, прежде всего, чтобы они получили здесь знания. Знания, которые пригодятся им в дальнейшей жизни, чтобы они стали высококлассными специалистами в различных областях и могли приносить пользу себе, нашему обществу, стране в целом. Мы давно отслеживаем этот колледж, знаем хорошо директора. Это лично по его инициативе все это. И колледж открылся, и все эти специальности. Он человек очень активный. До сих пор они арендовали помещение. Теперь они построили новый корпус. Мы знаем всю его деятельность, начиная от фундамента, отслеживаем работу. Я считаю, что созданы все условия. Профессиональное образовательное учреждение функционирует с 2016-го. 4 года студенты обучались в арендованном здании. В старом колледже не хватало комфортных условий для образовательного процесса. Учебные аудитории не были достаточно оснащены. Руководство и педагогический состав с первых дней работы ставили перед собой цель сделать доступным для студентов качественное и эффективное образование. И с этой задачей справлялись на отлично. Теперь же удалось создать и необходимые удобства для своих студентов. В дальнейшем планируют реализовать и другие идеи. Планов, конечно, у нас много, но самое главное, конечно, это мы хотим построить теннисный корт для наших студентов. В республике это редкость. Мы хотим развивать именно теннисное направление среди наших студентов. Кроме этого, и все остальные виды спорта тоже будем развивать, но теннис немножко отстает. Хотим тоже в этом направлении поработать. А так, в принципе, все условия на сегодняшний день для ребят есть. Оценить созданные условия успели и сами студенты, хоть и привыкли к старому зданию, но преимущества нового для обучения в колледже осознают. Хасан Межуев в этом году перешел на 3-й курс. Признается, что образовательным процессом и педагогами вполне доволен. Тем не менее, с нетерпением ждал открытия нового корпуса. Все есть для того, чтобы учиться. Преподавательский состав очень хороший, учителя добрые, объясняют хорошо. В принципе, все, они все дают для того, чтобы мы учились. Главное, чтобы желание было. Там не было спортивного зала, не было, чтобы выйти во двор, посидеть, поговорить. Но, тем не менее, более привыкла к старому корпусу, чем новому. Хотя новый больше радует, чем старый. Тем, что здесь есть площадка, здесь есть где посидеть и большая столовая. Колледж разделен на 2 корпуса – административный и учебный. Строительство начали 1,5 года назад. К началу учебного года все работы внутри здания успели завершить. На дворовой территории проложили асфальт и тротуары. А на задней территории колледжа предусмотрели парковую зону для студентов. Здесь ближе к весне установят лавочки, урны, освещение, посадят цветы, деревья. Также организовали мини-стадион. Все необходимое для его оформления уже заказали. После установки у ребят будет возможность играть в футбол, волейбол и в другие подвижные игры. Также директор колледжа планирует установить аллею матери на территории колледжа. Эту новость особым восторгом встретила председатель регионального отделения «Матери России» Лейла Амирханова и обещала принять активное участие в мероприятии. Мы часто бываем здесь, и сегодня сданный новый корпус, когда ты видишь, что наши детки не должны далеко ходить. И каждый раз, когда дети будут выходить, видя вот эту аллею матери, все начинается от матери. И я хочу сказать, берегите матерей, пока они живые.
огромное, конечно, спасибо. В гуманитарном колледже обучаются около 550 студентов, из них более сотни приезжие из соседней республики. Подготовку проходит по следующим направлениям: сестринское дело, экономика, бухучет, юриспруденция, фармацевтика, преподавание в начальных классах. На пути к знаниям многие из студентов каждый день преодолевают большие расстояния из Малгобека, Назрани, Карабулака, Грозного. У учебного заведения есть свой транспорт, который осуществляет подвоз студентов с автостанции Сунжи. В честь открытия нового корпуса для студентов организовали праздничный концерт. Уже в конце этого учебного года гуманитарный колледж будет выпускать квалифицированных специалистов из собственного здания. Диана Дударова, Асхаб Белакиев, Новости 24.